Здравствуйте, мои дорогие! Отдых наш кончается, работа начинается. Усердно будем мы трудиться, чтобы чему-то научиться. А вначале, ребята, давайте вспомним буквы из города букв, которые произносятся с открытым ртом, с голосом. Воздух проходит свободно, и их можно спеть. Это буквы А, О, У, И, Э. И называются они гласные. Ребята, вспомните, пожалуйста, какие буквы, кроме гласных, вы еще знаете. Правильно, ребята, это согласные буквы. Какие согласные буквы мы с вами уже знаем? Да, ребята, это буквы К, С, Т, В, М, Н, Л, Р. Здорово, ребята! Сегодня познакомиться с нами прилетел новый звук. А какой? Догадайтесь. Я прочту вам чистоговорки, в которых новый звук будет часто повторяться. А вы внимательно слушайте и угадайте. За, ест траву коза. Зы, рога большие у козы. Зу, я пасу козу. Ребята, скажите, какой же это звук? Правильно, з. Как будто комарик звенит. З. Проверьте, правильно ли вы произносите звук з. Губки свободны, зубки сближены, но не соприкасаются. Кончик языка спрятан за нижние зубки. Посередине языка идет теплая воздушная струя. Ребята, вы уже знаете, что звуки, которые нельзя произносить с открытым ртом, называются согласные. Значит, звук «з» согласный. Давайте проверим работу горлышка. Приложите ладошку к горлышку и произносите «з». Чувствуете ли вы, как горлышко дрожит? Да, ребята, звук «з» звонкий. В высоком домике для звука «з» есть квартира-буковка. Вот это. Звук «з» живет в букве «з». Буква «з» поселилась в одном домике по соседству с буквой «с», потому что они сестрички. Закройте ладошками уши и произнесите звук «з», а затем произнесите его шепотом. «С». В какой звук он превратился? Да, мы уже произносим звук «с». А теперь попробуйте произнести наоборот. Начните шепотом «с». И все громче включайте голосовой моторчик. «С». Поэтому, ребята, они будут жить рядом друг с другом. Буква «з» поселилась в домике с сине-зеленой крышей, потому что она очень трудолюбивая. Она может выполнять две работы, может звучать твердо и мягко. Когда она звучит твердо, мы ее обозначим синей фишкой, а когда звучит мягко – зеленой фишкой. Ребята, посмотрите, к нам в гости пришли игрушки – зайка и кукла Зина. У игрушки-зайки первый звук начинается на твердый согласный звук «з», а в имени куклы Зины звук «зи» мягкий. А теперь мы выполним очень интересное задание. Зайка будет искать предметы, в названиях которых звук «з» звучит твердо, а Зина будет искать предметы, в названиях которых звук «зи» звучит мягко. А вы, ребята, проверьте, правильно ли они выделяют звуки из слов. Зонт звучит твердо «з».
Зяблик звучит мягко, зи. Роза, твердый звук, з. Коза, твердо звучит, з. Изюм, мягко звучит, зи. Зебра звучит мягко, зи. А в слове сыр нет звука з. Замечательно, ребята. Звуки з и зи обозначаются буквой з. Посмотрите, на что похожа буква з. Буква з на вы похожа. Голова, животик тоже. Только слева без черты букву з рисуешь ты. Посмотрите, как выглядит буква з большая. Ее называют заглавной. И маленькая буква з. Ее называют строчной. Посмотрите внимательно на букву з и напишите ее пальчиком на столе или на ладони руки. Ребята, давайте немного отдохнем и выполним пальчиковую гимнастику. Что делают ручки, когда мы встречаемся? Что делают ручки, когда мы прощаемся? А если мы зайку хотим показать? А если как зайцы хотим поскакать? А воду ладошками как набирают? А как, подскажите, на скрипке играют? А в двери как мы будем с вами стучать? Вот так. А как показать, если надо молчать? Ш. Как пальчиком строго мы будем грозить? Как можно ладошкой себя похвалить? Веселая вышла, ребята, игра. Давайте же скажем ладошкам «Ура!». А теперь, ребята, наступило время для чтения. Прочтите, пожалуйста, следующие слоги. За, зо, зу, зы, зи, з. Если поменять буквы местами, то получатся другие слоги. Давайте прочитаем вместе. Аз, оз, уз, из, из, эз. Ребята, а вы запомнили, как выглядит буква З? Чтобы хорошенько запомнить букву, вы можете нарисовать букву, вылепить из пластилина, нарисовать на манной крупе или на песке, а можно еще придумать другой способ. Сегодня на уроке мы с вами нарисуем букву З и украсим ее гречкой. Для этого вам понадобится простой карандаш, картонный лист бумаги, клей и гречка. Нарисуйте сперва букву З. А теперь по нарисованному контуру намажьте клей. А теперь сверху насыпьте гречкой.
Слегка придавите сверху салфеточкой. Излишки гречки уберите. Вот какая красивая буква «З» получилась у меня. И вы попробуйте сделать такую же букву дома. На этом наш урок подходит к концу. Ребята, скажите, вам понравился урок? Замечательно, ребята, вы отлично поработали на уроке. Ну а я прощаюсь с вами. До свидания, до новых встреч! Thank you.